дню возвращения карачаевского народа посвящается. Карачай – нейтральный народ, живущий у подножия Эльбруса, отличается своей верностью, красотой и храбростью. Лев Толстой. Карачаевцы ни разу не нарушали мирный договор с Россией. Сражались на фронтах Японской, Первой мировой, Гражданской, Второй мировой. Однако, несмотря на то, что карачаевцы героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, карачаевский народ был преступно выселен из родных мест в Среднюю Азию и Казахстан 2 ноября 1943 года. От холода и голода погибла большая часть народа. Старики, женщины, дети. Только за первые 2 года высылки погибло 22 тысячи детей. И только через 14 долгих лет лишений, после осуждения культа личности нелюдя Сталина, карачаевцы смогли вернуться на свою историческую родину. С тех пор 3 мая – день возвращения карачаевского народа. Мы помним поименно героических сынов Карачая, мужественно сражавшихся с ненавистным врагом. Навечно в памяти народной останутся легендарные подвиги карачаевцев Касаева, Хаяркизова, Каракетова и их боевых друзей, которые отдали свои светлые жизни в борьбе за освобождение Советской Белоруссии. Лукашенков, президент Беларуси. Прошу передать мои искренние поздравления представителям карачаевского народа, проявившим героизм на полях Великой Отечественной войны. Они внесли немалый вклад в нашу общую победу. Назарбаев, президент Казахстана. От имени Российской Федерации, продолжателя бывшего Советского Союза, будучи главой государства, приношу извинения пострадавшим от депортации и геноцида, карачаевцам и их семьям. Борис Ельцин, президент России. Процветания и мира тебе, мой древний Карачай. Автор видео Юсуф Ижаев.